бантика связала. Красиво очень. Приятно одевать. У нас особенная дочь, вот, и Джамат постоянно помогает. Суть вот этой всей идеи, чтобы быть полезным моему ребенку и чтобы показать людям, что мы не просто вот как бы, ну, в хорошем все это в смысле, да, я имею в виду, привыкли, что нам помогают. Я просто хочу, чтобы люди видели, что мы, как родители, стараемся быть полезным нашему ребенку. И при этом люди, помогая нам, приобретая какое-то изделие, видя его у себя дома, будут вспоминать про Софику и про свои благие дела будут вспоминать. И это будет поводом сделать за нее дуа Аллаху, иншаллах. Захожу в магазин по рукоделию, а там всякие бусины, она так любит все, что блестит, яркое, переливается. И продавщица мне говорит: мамочка, а вы не против, если я вашему ребенку бантики подарю? Она говорит: тетя, подождите, кто вам сказал, что мне бантики нужны? Мне нужны вот эти два бриллианта. Выбрала себе пуговицы. Из-за того, что Софика у нас не ходит, она очень терпеливая, усидчивая. Ну, и я тоже такая усидчивая, домашняя, так скажем. Вот. Она все время со мной рядом, и она видит, как я вяжу. И часто мне говорит: Анака, давай попробую. Вот. И я ей, естественно, рассказываю, вот, для чего я стала вязать, что дает нам это вязание. Вот. И она интересуется этим. Я ваш. То есть я надеюсь, что ей это будет нравиться, и я передам ей свои навыки, свои знания по вязанию, иншаллах. Так получилось, что у нас как будто бы семейное производство. Почему? Потому что вот эти пришивания бирок, установка фурнитуры, это достаточно тяжело. Силу надо в руках иметь. И мне в этом помогает муж. Так что я вяжу, а он пришивает. Мечтаю, чтобы это тоже сбылось, иншаллах, чтобы иметь такую школу и учить таких детей самостоятельному какому-то заработку, и больше даже не заработку, а вот просто помочь человеку найти себя, вот, быть чем-то занятым, полезным.